Мое почтение, водолеи. Предлагаю вам таро-прогноз на май месяц для вас. Посмотрим все основные сферы жизни, все, что нас волнует всех, все, что нас касается. Посмотрим общую обстановку в мае месяце для вас. На что обратить внимание. Первое, что мы будем смотреть, это основные энергетики, основное состояние, основные обстоятельства месяца, но понедельно, то есть сначала мы будем смотреть недели. Приступаем. Так, неделя первая. Что же важного будет там? Для многих из вас будет важно любовь, чувства. Какой прекрасный аркан. Кто-то кого-то встретить может, влюбиться, начало новых отношений. Для других это может быть выбор. Просто выбор. Выбор между партнерами. Того, куда, допустим, поступать вашему ребенку. Для некоторых из вас это будет начало. Неважно, чего это будет касаться. Обучения, работы, смены работы. Но будет выбор, и это уже хорошо. Неделя вторая. Что там? На второй неделе у вас кто-то может попросить помощи. К вам могут обратиться за помощью. Но вы будете либо пытаться сохранить то, что имеете, немножечко пожадничать, либо карты вам наоборот рекомендуют это сделать. То есть немного поэкономить. Обратить внимание на то, что вы имеете, попытаться это сохранить. Кто-то из вас наоборот будет нуждаться в помощи, и ему ее окажут. Одним словом, энергетика и обстановка второй недели мая будет для вас связана с финансами. Переходим к третьей. В третьей неделе все будет завязано со скоростью. Очень много будет меняться очень быстро. То есть, как знаете, как смена представления о мире, смена картины вообще в мире. Что-то очень быстро будет меняться в вашем мире. Непосредственно мы же смотрим для вас. В общем, я знаю, что в основном водолеи это так. Их мало беспокоит то, что происходит в мире. Но мы смотрим прогноз для вас конкретно, поэтому я думаю, здесь все-таки вопрос связан с вашим непосредственным, вашим миром, вашим узким миром, миром водолеев. И вот здесь перемены могут происходить со стремительной скоростью. В общем, какие-то перемены. Потом мы все посмотрим более подробно. Сейчас мы просто смотрим атмосферу. И четвертая неделя. А четвертая неделя будет очень переменчива. То вы будете чувствовать себя совершенно умеренно, то есть вам будет спокойно и нормально, то вас будет кидать в печальки. Пятерка кубков очень часто нам говорит о том, что тут будет такая тема печали о потерянной любви для кого-то. Ну, вообще чувства, да. Но имейте в виду, сильно печалиться не нужно, потому что эта карта еще также говорит о надежде. По этой карте проходит то, что человек просто не видит возможности,
что есть еще выход, есть еще какие-то обстоятельства, которых он просто не видит. Ну, в общем и целом, учитывая, что есть старший аркан, и этот аркан умеренность, больших потрясений ждать вам не нужно. А теперь переходим к более таким подробным просмотрам конкретных сфер жизни. И первым из них будет семья. Семья в самом широком смысле этого слова. Все, что связано с семьей, с мамами, папами, бабушками, ну вы поняли. Смотрим обстановку. Здесь. В общем и целом обстановка в семье будет вполне обыденная. Но многим из вас придется отстаивать свои интересы. Они могут касаться чего угодно. Предположим, в вашей семье говорят: мы не хотим, чтобы ты там шел, поступал куда-то, или работал здесь, или занимался этим, нам не нравится этот человек. Вам придется отстаивать свои позиции. Ну, в общем, а что тут еще скажешь по этому варианту, кроме как отстаивания своих интересов? По-моему, ясно, что не все в семье будут согласны с вашим решением. Либо вы будете не согласны с чьим-то решением. Одним словом, небольшая конфронтация. Теперь мы посмотрим непосредственно на то, какие дела будут происходить в вашей паре, между вами и вашим любимым человеком. То есть тот, с которым вы в паре. Я думаю, в большей степени и вас, и вашего партнера будет касаться у многих. Будут разговоры о деньгах, которые нужны будут, я не знаю на что, на учебу или на что-то вашим детям. Это очень будет такой, знаете, важный момент. Другие задумали какие-то планы, которые вот-вот только вот назревают, и нет еще... И шансы есть, то есть есть вот эти тузы, есть шанс, который представлен тузом золота, туз пентаклей. Это, в общем-то, превосходный шанс. Одним словом, будет шанс для вашей пары воплотить в жизнь то, что вы задумывали. Вот. А теперь посмотрим для тех, кто еще не обрел свое счастье. Посмотрим на вопрос о новом знакомстве. Будет ли оно в мае месяце? Вы знаете, шансы будут. Пока невозможно, как бы так неясные. Но дело в том, что вы сами будете закрываться от этих шансов. Вы сами будете отгораживаться от этих возможностей. Мы с вами видели, да, на второй неделе вам будут предложения, но на вас нападет апатия, вам не захочется. Может быть, стоит себя пересилить. И тогда у вас все получится, потому что Верховная Жрица – это немного тайна. Поэтому в данном случае она не может ответить конкретно да или нет. Все зависит от вас, как мы видели это раньше. Восьмерка мечей говорит о том, что вы сковываете себя сами, у вас есть шанс. Но это ваше нежелание.
Это ваше решение. Так что, если вы захотите, для вас это будет важно в мае месяце, вы с легкостью познакомитесь. Переходим к другим сферам, касающимся всех и интересующие всех. Это профессиональная деятельность. Тоже в самом широком ее смысле. И она будет очень-очень важна для вас в мае месяце, потому что по старшему аркану башни очень многие потеряют свои прежние работы. Многие из вас вынуждены будут сменить работу. Но я вам могу сказать, что вы посмотрите, как интересно лег аркан. Прошлое разрушится, и тут же появится шанс новый. То есть не так, что вот так вот, знаете, как все рухнуло, вы потеряли прежнюю работу, и все, и теперь не знаете, что делать. У вас тут же появится возможность. Или у вас она уже есть, то есть в заготовках вы знаете, что вы будете делать в случаях потери работы или какого-то дела, какого-то шанса. То есть у вас есть второй вариант, вариант Б, вариант в запасе. Поэтому особо переживать не стоит. Это, наверное, будет неприятно немного, но не смертельно. Жизнь продолжается. Финансы. Что здесь? В финансах все в порядке. Я не могу говорить, что будут какие-то потоки, сверхпотоки денег, но финансы в вашей семье будут. У вас будут деньги на то, чтобы, еще раз повторюсь, воплотить какую-то свою мечту. Для некоторых это будет надежда на свою собственную семью. Одним словом, потрясений в финансовой сфере я не вижу. Ни по звезде, ни по четверке жезлов, который является семейным кругом, семейным очагом, такой, знаете, радостью. То есть все будет вполне нормально. Странно, да? Возможно, что дела с работой будут обстоять не очень, а деньги при этом есть. Ну, значит, молодцы, накопили. Или семья поможет. В общем, все в порядке. Так, и последнее, что мы сейчас посмотрим в этом раскладе, то есть последняя позиция на сегодняшний день в данном раскладе, это общая атмосфера всего месяца мая. Что же главное будет в этом месяце? Ну, я не знаю, мне кажется, что вот то, что связано с вашей семьей, ваша мечта, ваши планы, ваша звезда, скажем, это какое-то путешествие, какая-то поездка. Все иллюзии, мечты связаны с поездкой или с переездом. Почему семья? Смотрите, как интересно. Выпал старший аркан колесница и семерка кубков, и здесь одинаковые цифры. Это же такой, знаете, очень интересный момент. И семерки – это удача. 2 семерки на месяц – это 2 удачи. Ваши мечты будут воплощаться. Все, что вы задумали с поездками, переездами, сменами места жительства. Возможно, вы захотите вот этой самой своей маленькой семьей, вы и ваш партнер, съехаться и жить вместе. Все это воплотится. У вас будет на выбор варианты. То есть, что вы предпочтете. Я думаю, вам будут предоставлены шансы во всех сферах вашей жизни. Что для вас окажется
важным решать только вам. Посмотрим по вашим отзывам, что же было важным для вас и как проиграется этот месяц. Если у вас найдется секундочка, напишите, пожалуйста, как все прошло. А я вас благодарю за то, что вы были со мной, за то, что прослушали, за комментарии, отзывы, подписки. Желаю вам исполнения ваших желаний, здоровья, счастья, всего хорошего.